Отдых в горах Ингушетии становится более комфортным. Живописные уголки природы обустраивают в рамках проекта благотворительного фонда Гуцериева «Сафмар». Так, в Джейрахском и Сунжинском районах появятся 2 десятка туристических остановок. Все строительные работы ведутся из экологически чистых материалов. Репортаж Зелимхана Калоева. Настоящим подарком для жителей и гостей республики стало строительство туристических остановок в горной местности. Их будет 20 на территории Джейрахского и Сунжинского районов. 14 остановок уже готовы и с огромной радостью эксплуатируются отдыхающими здесь людьми. Еще 2 завершат в течение 1,5 месяцев, а оставшиеся 4 возведут до конца текущего года. Финансирует данный проект благотворительный фонд «Сафмар». Напомним, что на одной из рабочих встреч с Махмудом Али Калиматовым основатель фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев рассказал о планах развития туристической инфраструктуры, подчеркнув, что Ингушетия должна стать жемчужиной России в сфере туризма. Благотворительный фонд «Сафмар» Гуцериев Микаил Саварбекович делает вот такой подарок для жителей и гостей республики. Таких подарков будет в этом году, в 2023 году, 20 штук. Такие беседки, стоянки необходимы. Первое – чистота, да, красиво. Даже сказал бы так, нам, вы знаете, много сотен лет назад наши прапрадеды оставили башни, да, красивые башни в горах. Нам нужно вот это сохранить для наших праправнуков. Строительство этих остановок в горной местности уже стало важным шагом в развитии туризма региона, а также поспособствовало повышению экономического потенциала местности. Джейрахский район всегда славился своей уникальной природой и памятниками древней архитектуры. Всегда привлекал людей, особенно туристов из других регионов страны. А сейчас, когда здесь созданы абсолютно все удобства и отличные условия для безопасного отдыха и путешествия, от желающих посетить родину башен нет отбоя. Я из города Тулы, где тульские пряники и тульские самовары. Огромный привет жителям Ингушетии от туликов. Приехали посмотреть вашу прекрасную республику, вашу прекрасную природу. И знакомство с вашей республикой начинается с такого прекрасного места, где мы проходим паспортный контроль и имеем возможность перекусить. Прекрасную остановку сделали для туристов. Мы очень благодарны и будем к вам приезжать. Нужно такое направление развивать, и огромное спасибо, что вы это делаете. Классно, что можно прийти, приготовить, допустим, шашлык, посидеть в компании. Это очень круто. У нас в Москве таких мест мало, в принципе. А то, что это еще можно вот так приехать и на природе отдохнуть, это очень классно. Привалы, они делают места более привлекательными для туристов. И я думаю, что это плюс, опять же, этому месту. И если про это рассказывать, и туристы про это будут знать, то я думаю, поток увеличится. Туристов в горной части Ингушетии стало больше, это подтвердил и глава Ляшки Иса Катиев. Только его селение в день посещают порядка 250 человек. Такой интерес, во-первых, он связывает с тем, что здесь проживает весьма самобытный и гостеприимный народ, с обычаями и традициями которого хочется знакомиться ближе. Во-вторых, люди едут туда, где им комфортно. А обеспечить именно это условие стало возможным благодаря Махмуду Али Калиматову, который привлек в республику крупного инвестора в лице Микаила Гуцериева. شبع أربعة حد واوس турист حتى بيتاح أغا موتك عنصر صلاة موتك إجبار مش بين حد. Сегодня хочется сказать большое спасибо главе республики Махмуду Али Макшарипычу о том, что вот привлек благотворительную компанию в лице Гуцериева Микаила. Благодаря этим 2 людям у нас есть возможность сегодня построить несколько таких объектов, то есть чтобы привлекать больше туристов. Когда есть такие места, туристы больше приезжают, потому что где-то человек хочет остановиться, отдохнуть. Не меньше туристов преображением рады и сами жители республики. Они тоже стали чаще выбираться семьями и большими компаниями на отдых в горы. И если гостей, как правило, не особо интересует, кто стоит за созданием таких удобств, местные все это знают и ценят, а также призывают всех остальных соблюдать чистоту и порядок. Гуцериев кашвыж туалет уз бадара маслаха я хабаж туалет вал галаш туалет вал дик хабхадат райо уго калматоз
خوش وباداس بوضع وبوضع سو دق هم حدات وشلي والله مش مصلحة بس وقت واسطة تكفانو دال مالا خبطة ملبا بوخ دي بس دا حيج لا تعال ترقب حياي داقش داخات أسواقش داخات جو وقت ده صار دير لاتر جو وقت ده. Выехал отдыхать с семьей. Обычно я ездил в сторону Таргима и Гекала. На эту сторону я ездил, наверное, лет 5-6 назад. И сегодня приехал, я был очень приятно удивлен. Место очень хорошо благоустроено. Есть место сесть, чтобы отдохнуть. Мангал для котла, чайник, все есть, все на месте. Очень удобно. Думаю, прекрасно можно провести семейный досуг. Если такое место у нас в республике есть, такая природа, зачем вообще уезжать куда-то за пределы? У нас самое красивое место, самая красивая республика. Сегодня выехали с семьей, решили отдохнуть. Такие домики прекрасные. Далса, дол, дердячуна, ерди, ахтубянчуна. Вазандял, баргиш, могуш, мяш, бош, что аха, лела, сала, нацхал, масняр, вазандял. А что вы будете делать? Я буду делать хинкали. У нас шашлык куриный, хинкали, печень, мясо вареное. Место со всеми удобствами есть, да, чтобы приготовить? Все удобства. Алхамдулилlah, все есть, все условия. Нам бы побольше таких. Главное, чтобы поддерживали порядок, чистоту за собой. قسم يدخل باخ يدخل باخ خبر يشتغل بيد من الوسط والله كان زيت للدول يا تيك اشت كسكس دوات هو هم زي بوخ بيا يموت حد معقول بمبات بوخ يجوا خذ بوخ بيا بيد بوخ بيا كي بيتشا ديال ياس دا ساعة دوتش دا شيء نعم نوتش خذ حمل يا الحمد والله ودر وار سلسلة ما تقول صلاة والبريزيدنت تملك الله بسريو سان مسلم بركو الله درتون أوه تسعة بولدر يا الله مسروق ودعته سياحة أعرف خجات عشان وداش حياة هذا وامي سوري أعرف خجات شناه أو ظهر ما تقدر تويز ذيك خاتكم تخن ويتك لام حاشي أخدق وي وصلوا وجدك ياسر هنز جي وصلوا شيء على ترويوت ناخ زقتري قبر ترويوت ناخ كان بركل الله تون قسته هني عاش وش بحندول وش ناخ بحندول في غل غايسي دري حلوه دري وش ترويول بول تروي خلر سو ناخ يحيول بول ناخ بوش وش بحندول تخن في هم حلات تشت تخن نقلادني بريمير يبين تخن وقال دان خذ وصلوا فيجول مال عتيش مالخ بوات خذ عيني خذ أغيشة استول قدر وصلوا سداد داغ لتخوص ديال رياس خلطان دال ساعة دولتسار. К бережному использованию туристических остановок и беседок призывают и возводившие их специалисты. Кстати, в рамках реализации проекта фонда «Сафмар», направленного в первую очередь на сохранение окружающей среды, строители применяют исключительно экологический материал. Камень местный, бревна привозят из Красноярска. Все для того, чтобы не нарушить гармонию с природой и древней архитектурой, которую нам подарили предки. Материал мы используем в основном местный материал. Но бревна, так как отсутствует в Ингушетии, такого производства нету, мы заказали с севера, с Красноярска. Ну, природный материал. Природный материал, согласно нашей архитектуре, под все. Это сделано для людей, чтобы люди пришли, сели, отдохнули, пообедали, перекусили, провели пикник, за собой убрались и ушли. То есть, если люди, Сафмар, благотворительный фонд Сафмар делает такую красоту для людей, но сохранить и за собой смотреть, я думаю, это не должна быть проблема. Большая часть работ по возведению и обустройству стоянок была завершена еще до открытия летнего сезона. Это, конечно же, позволит республике ощутить значительный приток туристов, а местному бизнесу – рост доходов. Отметим, что Ингушетию планируют сделать обязательным пунктом посещения туристов, открывающих для себя Кавказ и влюбленных в его красоты. А для большей привлекательности в ближайшее время в горах республики также появятся кафе и рестораны в этническом стиле с разнообразной национальной кухней. Зелимхан Калоев, Новости 24.